Прежде всего, я хочу всех вас тепло поприветствовать. Я приветствую монахов и монахинь, также всех лапенов, кемпо, геше, а также всех мирян, кто слушает все эти учения по интернету. Всех вас я тепло приветствую. Сегодня мы продолжим с того момента, где мы остановились в прошлый раз. Итак, мы с вами рассматривали 5 пунктов Махадевы, и в связи с этим рассмотрели научный взгляд японского учения Цукамото Кейшу. А сегодня мы также посмотрим на исследование корейского буддийского ученого по имени Джаранг Ли. Джаранг Ли — это корейский буддийский ученый, и в 1998 году она опубликовала статью под названием «Переосмысление причин переначального раскола в буддийских монастырях». И в этой статье она высказала много интересных мнений. Именно поэтому многие исследователи интересуются ее работой и часто ее цитируют. И я хочу рассказать вам о самых важных ее предложениях. В источниках колесницы основы содержатся одинаковые заключения, говорящие нам о том, что Сангха разделилась на две школы — Ставиравада и Махасангика. Ставиравада — школа старейшин, и Махасангика — школа большинства. И в этом все источники сходятся. Однако в том, что касается причин раскола и его особенностей, нет единого мнения. Обычно говорится, что школа Ставиравада является более консервативной, а Махасангика более либеральная, более свободная. Однако, когда Джаранг Ли изучил Махасангика сутру под названием «Вопросы Шарипутры», я уже упоминал об этой сутре, то она пришла к выводу, что на самом деле Махасангика не была такой либеральной, как ее описывают. На самом деле Махасангика возражала против того, чтобы Ставиравада добавляла что-либо к Винае. Например, добавляла больше предписаний.
Таким образом, Махасангика была той стороной, которая хотела сохранить старую Винаю в ее первоначальном виде. Поэтому, если мы взглянем на это с этой стороны, то мы можем прийти к выводу, что она была даже более консервативной, чем Ставиравада, поскольку Ставиравада хотела изменить Винаю, однако Махасангика выступала против любых изменений Виная и считала, что Виная должна остаться такой, как была. С этой точки зрения она является более консервативной, чем Ставиравада. Также в своей работе Джаранг Ли цитирует другого ученого и говорит, что различие между восточной и западной сангхой сводится к социальной среде в этих двух регионах. Именно эта социальная среда, либо окружающая среда в этих двух районах оказали сильное влияние на особенности каждой школы. Что это означает? Как я уже упоминал, восточные регионы, такие как Вайшали, были более богатыми, поэтому сангха там жила более комфортно. А западные регионы, такие как Матура, были более бедными, поэтому сангха встречалась с большими трудностями. И для того, чтобы обеспечить себя, сангха должна была соблюдать строгую дисциплину Виная, чтобы конкурировать с другими последователями аскетических школ, такими как джайны и другие индуистские школы. Была конкуренция между ними за ресурсы, и поэтому для того, чтобы обеспечить себе пропитание, буддистская сангха должна была придерживаться строгой дисциплины, чтобы заслужить уважение мирян. Одним из примеров, которые приводит Джаранг Ли, это предписание, содержащееся в дхарме обучения. Виная каждой школы включает в себе эти правила обучения, либо правила тренировки, что сводится к правилам повседневного поведения монахов и монахинь. И они касаются, в частности, правил поведения при общении с мирянами. То есть эти правила предписывают, каким образом монахи и монахини должны носить монашеские одежды, как они должны обращаться с чашами для подаяний, как они соблюдают, как они собирают милостыню и так далее. То есть все то, что касается тех моментов, когда монашеская сангха вступает в взаимодействие с мирянами. И сравнивая эти правила поведения, Джаранг Ли пришла к заключению, что
Виная Махасангики состоит из 66 правил, однако Ставиравада добавила к этим правилам дополнительные правила. Я хочу показать вам эту таблицу, чтобы вам было более понятно. Эта таблица показывает количество правил поведения различных школ. К примеру, согласно китайскому переводу Виная Махасангики, в этой Винае 66 правил, в санскритской версии 67, в традиции Теравады 75, в Кашьяпе, Махакашьяпа школе 96, Винаю Вайшашики 100, в китайской традиции Вайшашики 97, в тибетской традиции Мула Сарвастивады 108. И обычно говорится, что 108, однако внутри традиции мы говорим, что это 112 правил. В Винае Мула Сарвастивады, поскольку мы разделяем два правила на два дополнительных правила. В санскритскую Мула Сарвастиваде 108. В китайской Сарвастиваде 113 и санскритской Сарвастиваде 113. И если мы сравним это количество, то мы увидим, что меньше всего правил в Махасамгике 66, в китайском переводе Махасамгика Винaya и в санскритской версии 67. То есть это наименьшее количество правил поведения. Во всех других школах это количество больше. И больше всего как раз в Сарвастиваде больше всего. И это показывает нам, что в других всех школах количество правил было увеличено. И Ставиравада, то есть сангха западных регионов, увеличила количество предписаний. И цель этого была в том, чтобы сделать сангху лучшим примером и получить поддержку домовладельцев, тогда как Махасангика продолжала придерживаться прежних, менее строгих правил, просто адекватно соблюдали первоначальные традиции Винaya. То есть Ставиравада пыталась адаптироваться к месту и времени, и для этого увеличивала количество предписаний. Однако Махасамгика продолжала практиковать старую Винаю и не стремилась каким-то образом сделать ее более строгую. И поэтому, по мнению этой корейской ученой,
Джарангли причиной раскола на две школы было не просто из-за каких-то случайных обстоятельств, такие как 10 пунктов или 5 пунктов. Вместо этого, возможно, этот раскол произошел постепенно, вследствие распространения буддизма в разных регионах. В каждом из этих регионов были разные обычаи, разная среда, социальная среда. И именно поэтому вследствие этих особенностей каждого региона раздела не удалось избежать. Все это привело к необходимости адаптировать Винаю к традициям этих регионов. Поэтому и в результате произошел этот раскол. И в этом и заключается главная причина. Западная Сангха, как я уже говорил, конкурировала за ресурсы для того, чтобы получить поддержку домовладельцев, ужесточила правила Виная, в то время как Восточная Сангха, жизнь которая была комфортная, они не конкурировали за ресурсы, ресурсов было достаточно, домовладельцы были богатыми. В результате они сохранили прежние традиции в неизмененном виде. В результате из-за различия во взглядах на Винаю Сангха разделилась на две школы. И в результате Джаран Ли призывает ученых пересмотреть оценку школы Махасангики. Она утверждает, что неправильно говорить, что Махасангика является более свободной школой, более либеральной школы, что они не придерживались старых традиций и вместо этого практиковали адаптированные новые правила. Это не соответствует действительности, поскольку на самом деле Махасангика сохранила Винаю в неизмененном виде. И поскольку они сохранили Винаю в неизмененном виде, это говорит о том, что они были более консервативными. По сравнению с другими, они придерживались старых традиций, поэтому они являются более консервативными. Это то, о чем говорит Джаранг Ли. Я хочу вам показать следующий слайд. Жугдум geldi bak ha. Жугдум geldi. Я хочу подвести итог этой дискуссии о разделении на две школы. И обратите ваше внимание на взгляды наиболее известных современных ученых. Мы с вами говорили о японском ученом Кейшо Цукамото. И сегодня я рассказал вам о корейской ученой Джаранг Ли. Кроме Кейшо Цукамото, есть и другие известные японские ученые. И
Эти ученые оценивают причины первоначального разделения на школы следующим образом. Хотя существуют различные версии раскола, такие как 10 пунктов, 5 пунктов и так далее, все эти различные версии сводятся к одному. Если мы попытаемся найти первую причину, то эта причина заключалась в существовании двух противоположных точек зрения в Сангхе. И эти разногласия не были какими-то кратковременными. Это разногласия, которые сохранялись на протяжении долгого времени. И именно эти разногласия привели к расколу в Сангхе. И по сути, это был конфликт между приверженцами Винаи и приверженцами Абхидхармы. Мы можем назвать это таким образом. В тибетской традиции мы также наблюдаем это. Приверженцы Винаи говорят следующее по поводу употребления алкоголя, что алкоголь является естественным образом недопустимой субстанцией. Тогда как Абхидхарма говорит, что дело не в том, что алкоголь является плохим по своей природе, а в том, что употребление алкоголя ведет к неправомерному поведению. То есть, как следствие потребления алкоголя происходит нарушение правил поведения. То есть в этом мы видим различие в трактовании. Что-то является плохим по своей природе, либо не является плохим по своей природе, но по его употреблению ведет к негативным последствиям. И в описаниях Второго совета, совета Вайшали, совета 700, Винай Питаки не упоминается первоначальное разделение на школы. И основные причины, приведшие к конфликту внутри Сангхи, были различия между приверженцами Винай и приверженцами Абхидхармы. Поскольку приверженцы Винай занимали консервативную позицию, скрупулезную позицию, считая, что Винай должна соблюдаться строго, и никому не разрешается ее изменять, адаптировать. Это что-то неизменное, и ее нельзя адаптировать в соответствии со временем и местом. И именно они заявляли, что 10 пунктов недопустимы. В то время держатели Абхидхармы занимали более терпимую позицию. Они были более прогрессивными в своих взглядах. В частности, они утверждали, что в некоторых ситуациях допустимо ослаблять правила Винаи. Для них
важной была суть Абхидharмы, а не слова и утверждения. То есть в чем сама суть высшей дармы, Абхидharмы? И если сохраняется суть, тогда можно адаптировать проявление этой сути в соответствии со временем и местом. Также целью таких адаптаций должно быть то, чтобы эти правила были полезны при применении на практике. Дисциплина должна соответствовать месту и времени. Это то, что они утверждали. Именно в этом и заключается различие между приверженцами Винaya и приверженцами Абхидharмы. И это похоже на позиции в случае с 10 пунктами. Разница заключается в том, что речь шла не о Винае, а о взглядах, философских воззрениях. И если 10 пунктов говорят о Винае, то 5 пунктов говорят о воззрении. Главное, что 5 пунктов ставили под сомнение, это является ли архатство, состояние архата, высшим достижением. И именно это привело к конфликту по поводу оценок уровня состояния архата. Ставиравада считала архатство высшим состоянием. И любые сомнения в этом фактически ставили под сомнение статус старейшин, поскольку старейшины — это и есть архаты, это и есть держатели Винaya. То есть держатели Винaya — это старейшины и архаты, то есть наиболее уважаемая часть санхи. И с другой стороны, это заложило основу для школы, которая придерживалась более либерального взгляда и допускала более продуктивное понимание Дharмы, то есть взгляда Махасангики. И вследствие Махасангика смогли критиковать держателей Виная с философской точки зрения, поскольку они и это две позиции, эти две позиции, желание быть более адаптированными к месту и времени, и утверждение, что состояние архата не является окончательным, на самом деле хорошо сочетается друг с другом, поскольку обе они поднимают вопросы о статусе традиций и правил, которые стали слишком жесткими. И в Сангхе всегда были люди, которые занимали более строгие позиции, и люди, которые занимали более либеральные позиции. К примеру, если мы вспомним совет в Раджгире, первый совет, то согласно оценкам этого совета, на этом совете Махакашьяпа занимал более жесткую позицию, более традиционную позицию, и он критиковал Ананду, который выступал за более либеральные взгляды,
как мы помним, именно Ананда поддержал создание женской монашеской сангхи, бикшуни, и в целом занимал более прогрессивные, либеральные взгляды. И также и причина, по которой Махакашьяпа был таким известным, как раз и заключается в его строгости в вопросах дисциплины, в вопросах поведения. Как говорится, он придерживался этих 12 дополнительных правил поведения, 12 аскетических правил. Это традиция великих шраманов. Поэтому из этого мы можем видеть, что Махакашьяпа был более традиционным, более жестким в его подходах к поддержанию правила Виная. Ананда был более прогрессивным. И также и в Вайшале, во время второго совета Вайшали, в котором произошли все эти диспуты по поводу 10 пунктов, либо диспуты по 5 пунктам. И эти диспуты принимали форму противостояния между сторонниками Виная и сторонниками Абхидharмы. И по мере того, как эти разногласия усиливались, то не было другого выхода, как привести сангху к расколу. И в результате сангха разделилась на две части — Ставираваду и Махасангику. И мы можем сказать, что Ставиравада придерживались традиции Виная, то есть они были держателями Виная, тогда как Махасангика были традиции держателей Абхидharмы. И если бы наш учитель Будда все еще присутствовал в то время, тогда все школы, все последователи уважали бы его и считали его высшим авторитетом. И, возможно, тогда не было бы никакого раскола. Однако в отсутствие Будды не было такого высшего авторитета. В результате произошел этот раскол. С одной стороны, раскол является негативным. Однако, с другой стороны, если бы не было этого первоначального раскола, то было бы сложно развиться Махаяне, поскольку Махаяна получила свое развитие из воззрения Махасангики. А без сутры Махаяны было бы трудно возникнуть и распространиться тантра Махаяне, то есть традиции Ваджраяны, традиции тантры. Однако вследствие того, что произошло, распространилась сутра Махаяна и тантра Махаяна, то есть Ваджраяна. То есть, по сути, этот раскол не привел к негативным последствиям, а скорее привел к последствиям позитивным. Следующее, о чем я хотел поговорить, это о лидерах сангхи после паринирваны Будды.
Я немного рассказывал об этом, однако не углублялся в детали. В этом году я хотел бы более подробно рассказать об этом вопросе, о том, как передавались учения после паринирваны Будды. Когда мы думаем о лидерстве буддийской сангхи после паринирваны Будды, то нам следует принять во внимание следующее. В то время, когда учитель Шакьямуни Будда был жив, он был бесспорно наиболее известным лидером общины Сангхи и основателем буддийской традиции, неоспоримым основателем буддийской традиции, поскольку в традиции не может быть два основателя. Будда был неоспоримым учителем. Однако в последние годы его жизни повседневным управлением Сангхи занимались Шарипутра и Маудгальяна. Однако они помогали Будде как старшие ученики, главные ученики. Они не были фактическими лидерами по сути. Будда был единственным фактическим лидером Сангхи. И когда Девадатта впервые попытался заменить Шарипутру и Маудгальяну, и он высказал свое желание по этому поводу Будде, то Будда строго отчитал его, что вызвало у Девадатты сильный гнев и зависть. И тогда он создал отдельную общину Сангхи, что не только привело к расколу, но и поставило под сомнение авторитет Будды как лидера общины Сангхи. Это то, что мы называем схизмом, расколом Сангхи. Однако это не смогло поколебать положение Будды как лидера буддизма. То есть Девадатта пытался соперничать с Буддой, однако у него ничего не получилось. Однако после паринирваны Будды этот вопрос, а кто возглавит буддийскую сангху, кто станет лидером, предводителем всех буддистов, стал довольно острым. Кто будет продолжать и поддерживать учение Будды? По этому поводу существует много различных исторических свидетельств. И мы можем выделить в них три главных позиции. Это позиция северной традиции, тибетской традиции и южной традиции. Обычно тибетская традиция причисляется к северной традиции. Однако на самом деле тибетская традиция отличается от китайской традиции, что составляет основу северной традиции, поскольку дхарма пришла в Тибет также и напрямую из Индии. Поэтому, хотя технически тибетская традиция приписывается к северной традиции, позиции тибетской традиции часто отличаются. Я хочу показать вам. Я хочу рассказать об этих трех позициях, то есть северной, тибетской и южной, и показать по этому поводу слайд. Первое – это северная традиция передачи буддизма.
나서 다들 제래 당보 뒤에네 Первое, 템베데르 что касается источников северной традиции, то 페이요 у нас есть 저거 요즘 трактат под названием «Хроники передачи Дharмы». 이바데 냥에메 기도저선 저 데르 시체 Также у нас есть Ашока Авадана, а также писания различных школ. Первое – это то, как это описывается в хронике передачи Дharмы. Это название этого трактата «Хроники передачи Дharмы». Этот текст был переведен в период Северной династии Вэй. Переводчика звали Цзи Цзяе. И в этом трактате говорится, что после паринирваны Будды буддийские лидеры назначались не путем выборов. То есть путь выборов – это один из способов передачи линии назначения старейшин. То есть есть определенный способ передачи, когда один старейшина передает учение, либо лидерство следующему старейшине. То есть это как передаваться, это ответственность за поддержание учений. Чтобы такая передача была успешной, у этих лидеров должна быть чистая мотивация. И согласно хронике передачи Дharмы, было 24 поколения. То есть 24 поколения в линии передачи. Я вам покажу слайд по этому поводу. Вы видите две таблицы. Первая колонка – это изложение согласно хронике передачи Дharмы, а вторая – это традиция Чанак. Итак, в этом перечне следующие имена поколения линии передачи. Первый – Будда, затем Махакашьяпа, затем Ананда, Шанкавасин, Упагупта, Дриттика, Вибага, Буддананди, Буддамитра, Паршва, Пуньяса, Ашвагоша, Капимала, затем Нагарджуна, Арьядева, Рахула и так далее, до Бикшу Симхи. И в этом перечне мы видим также очень известные имена, такие как Нагарджуна, Арьядева и Ашвагоша. Это эти 24 лидера учений, последний из которых является Бикшу Симха. Он последний в этой линии 24 поколений. Он
Он проживал в Кашмире. И говорится, что царь, правитель Кашмира стал враждебно относиться к буддизму и уничтожил Сангху, и в том числе убил этого бикшу Симху. В результате эта линия передачи прекратила свое существование. Он был последним держателем, учителем, последним держателем, и его убил этот правитель Кашмира по имени царь Михиракула. И главное, о чем следует помнить, что это традиция хроник передачи Дхармы северной школы, северной традиции, говорит о 24 поколениях. Однако большинство современных исследователей считают, что все 24 поколения этой линии передачи не могут быть признаны исторически достоверными. И для этого они называют 4 основных причины. Этот текст хроники передачи Дхармы состоит из 6 томов. Однако это, хотя в тексте говорится, что этот текст был переведен во время правления династии Северной Вэй переводчиком по имени Цзи Цзяе. Этот текст был переведен заново переводчиком по имени Цзи Инье. И во время этого нового перевода было внесено много изменений в этот трактат. То есть во время была совершена редакция этого текста. Текст был дополнен новыми источниками, и в результате был создан этот адаптированный, либо измененный, отредактированный вариант, либо версия этой хроники передачи Дхармы. Это первая причина. То есть первая причина — это сомнение в достоверности изначального содержания этого трактата. Вторая причина заключается в следующем. Более века после паринирваны Будды община Сангхи оставалась единой в течение некоторого времени. И линия передачи учения этого периода следовала лишь позиции одного лидера. То есть сохранилась традиция Будды. Однако после первоначального разделения на школы стало трудно иметь единого лидера, которого уважали бы все. К примеру, разделение на Ставираваду и Махасамгику. Они уже разделились на 2 части, соответственно, как они могли поддерживать единое лидерство. В каждой из этих школ была создана собственная традиция, собственная позиция лидерства. Третья причина — это включение более поздних выдающихся мастеров Махаяны, такие как Ашвагоша и Нагарджуна, в линии передачи школ колесницы основы. То есть в эту линию передачи были включены мастера Махаяны, как мы видели в этом перечне. Однако, как мы знаем, школы колесницы основы никогда бы не признали таких
ученых, как Ашвагоша, Нагарджуна или Арьядева, как авторитетных лидеров своей школы. Поэтому похоже, что этот трактат скорее говорит нам не о держателях учения, а о как бы защитниках учения, наиболее выдающихся деятелях учения. Это скорее биография того, как великие существа прошлого защищали учение. Ее цель продемонстрировать, что школа Сарвастивады, а также буддизм Махаяны имеют авторитетные линии преемственности. И я думаю, что это подходящее место, чтобы остановиться сегодня.